На повестке 36-й сессии Госсовета 22 вопроса. Ключевая тема – бюджет республики на ближайшие 3 года. Закон традиционно самый сложный и объемный. Прежде чем рассмотреть его в первом чтении, казну обсудили во всех комитетах Госсовета, а также на парламентских слушаниях. Прежде чем приступить к рабочим вопросам, Фарид Мухаммедшин поблагодарил президента за объемное послание. Такой обстоятельный доклад посланий был сделан. В зал присутствующих много, и кроме депутатов Государственного Совета, актив нашего общества, республики. Я думаю, впереди очень большая и ответственная работа, о чем мы договорились, и вместе с правительством будем заниматься решением поставленных задач. Также парламентарии поздравили Азгата Сафарова. Сегодня руководителю администрации президента исполнился 61 год. Пожелаю здоровья, успехов, удачи. Основные параметры бюджета республики на 2023 год получились следующие. Доходы – 333 миллиарда, расходы – 361 миллиард рублей, дефицит – 27 миллиардов. В 2 последующих года расходы и доходы вырастут почти в равной степени. Казна республики, как и ранее, будет социально ориентирована. Как и прежде, тратить будут на здравоохранение и образование. Еще одна статья расходов – национальная оборона и безопасность. Расходы бюджета республики по разделу «Национальная оборона» составят 167,8 миллионов рублей. Следующий раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». Сумма расходов по консолидированному бюджету 2,4, республика 1,7 миллиарда рублей. По этому разделу предусматривается содержание мероприятий Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, функционирование единых диспетчерских служб муниципальных образований. Как отметили в Министерстве экономики, бюджет сверстан с учетом беспрецедентных санкций. На сегодня в отношении России их введено больше 11 тысяч. В следующем году ВРП республики прогнозируется на уровне почти 4 триллионов рублей. Индекс промышленного производства составит 100,7%. Важнейшим фактором выполнения прогнозных показателей является обеспечение бесперебойной работы промышленных предприятий. При этом необходимо обеспечить максимальное участие предприятий в федеральных мерах поддержки. Депутаты спросили у выступающих, как собираются покрыть дефицит. Мы принимаем бюджет в условиях чрезвычайной турбулентности, то есть когда трудно прогнозировать ближайший месяц, не то что ближайший год. И все-таки вот дефицит 27 миллиардов, это много достаточно. Вы сказали, что это вкладывается в какие-то рамки, но как мы его будем финансировать? За счет чего этот дефицит? Как вы считаете? Покрывать как будем? 27 миллиардов, это большой дефицит. Два источника. Это собственные осадки на счетах всех распорядителей этих средств. И второе, то, что привлечение, если возможность есть, привлечение кредитов с федерального бюджета. Взвесив все за и против, депутаты большинством голосов поддержали предложенный проект бюджета. Ставлю на голосование подготовленный проект постановления о принятии в первом чтении. Кто за? Принимается. Бюджет еще предстоит принять во втором и третьем чтениях. Для этого до 28 октября в Госсовете будут собирать предложения и готовить поправки для окончательного варианта. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.